Армысыздар, менің құрметті оқырмандарым, қалайсыздар? Бүгін сіз үшін демалыс, мен үшін демалыс жоқ. Өйткені съемка жалғасуда. Қазір съемкаға бара жатырмын. 12 сағат съемка болады. Менде бүгін күн өте қиындау. Өйткені өте ыстық далада, біздер түсіреміз далада да, іште де. Бүгін білмеймін қай жерде түсіретініміз, бірақ өте бүгін ыстықтау. Мен не айтқанын деп едім, қазір айтам. Өйткені кеше менің әріптесім Жұбаныш. Так вот, в общем, хотела продолжить тему по поводу нашего коллеги, артиста Жұбаныша Жексенұлы, который вчера попал, или на днях попал в неприятную ситуацию. Я хотела бы немножко пояснить, да, ему дали 15 или 20 суток. И странно, почему не дали тому человеку, который вот так вот беспардонно, без разрешения включает камеру и снимает. Я вообще хотела бы высказаться за всех артистов, за всех известных людей. Люди немного не понимают, да, что подходить беспардонно, снимать человека, который точно так же, как и вы, находится, я не знаю, в ресторане, на вокзале, в аэропорту, где угодно, что никто не имеет права вообще нарушать вот эту личную территорию, потому что это такой же человек. Просто переверните, да, монетку и, представьте, что какой-то человек беспардонно подходит к вам, где бы вы ни находились, и начинает снимать камеру и говорит: а можно с вами сфотографироваться? А можно вот я приседу? А можно с вами поговорить? А можно кое-что вам, кое о чем у вас спросить? Просто переверните вот эту пластиночку, да, и, ощутите, каково это человеку, который просто сидит, например, и ест, да, или общается с детьми, или у него вообще нет настроения, или он устал. И, возможно, Жұбаныш, наверное, после бессонной ночи, потому что у артиста бывает, что они, там, я не знаю, с Павлодара едут на самолет, там, 400 километров, да, и он мог просто устать. И вот такая реакция, она может быть у любого человека, да, а если это артист, то, конечно, все это разлетается по всем городам и весям. Поэтому я хотела бы сказать, что артист не всегда хочет фотографироваться, артист не всегда хочет общаться, артист не всегда... Вообще я просто хотела бы попросить невоспитанных людей сохранять такт и просто подумать, а вообще уместно ли сейчас вот подойти и вот сказать: а можно с вами сфотографироваться? А есть вот такие люди, которые даже разрешения не спрашивают, они просто включают телефон, без предупреждения подходят к тебе и начинают делать селфи. Я в такой момент сразу говорю: простите, я вам давала разрешение фотографироваться со мной или нет? Может быть, я не в форме, может быть, я вообще не хочу фотографироваться. Но вот такие люди тоже, к сожалению, есть, которые не имеют ни малейшего воспитания. И мы же не знаем, какая ситуация была у Жұбаныша там, в общественном месте, где человек, наверное, вообще просто беспардонно вот так же включил камеру и начал говорить: отдавайте селфи, отдавайте пятое, отдавайте десятое. Я не думаю, что человек может вот до такой степени сорваться просто так. Поэтому я думаю, что должны отвечать обе стороны за вот такое происшествие. И мне, честно, больше всего мне нравится поведение абсолютного большинства, да, как люди злорадствуют, когда у человека известного что-то в жизни происходит не так. И вот это: ага, ты сам виноват, вот тебя Бог наказал за твое высокомерие, за пятое, за десятое. То есть люди делают выводы, абсолютно будучи незнакомыми с этим человеком. Да? Это происходит всегда одинаково. Вот нашли только грушу для битья, и если это известный человек, то, конечно, эта груша для битья превращается в нечто очень соблазнительное, да, чтобы бить человека. Вот, поэтому я желаю Жұбанышу вообще много сил. Я думаю, что он уже давным-давно привык к различному хейту, как и каждый из нас. О, смотрите, с кем я общаюсь. Бекзат, Салем. Қалыңыз қалай?
Бәрі жақсы съемкада отырмыз. Четырехкратный чемпион по джиу-джитсу? Вау. Congratulations. А это его друг, Абике. Ол ден чемпион боласыз. Батасын беріп жатыр. Батамды бердім, чемпион боласыз. Амин. 5-ші рет. Амин. Париктің астында менің шашым өрілген болады. Әріптестерге спорт. Мынандай прическа жасап жатыр маған. Далада. Өйткені Шымкентке барған хабарласамыз. Гринваген ыстық. Кеше Сәбитке звондаймын. Ана азамат көтермейді. Ана